В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. В студии Гугут Савардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске в Абхазии прошел первый форум культуры народов Кавказа Лыхны. Первая выставка Адамура Аршба «Когда дерево оживает». Спорт как стиль жизни. О том, как житель Сухума Руслан Кварчия исследует границы человеческих возможностей. Теория со вкусом, как в АГУ готовят будущих технологов. В Абхазии прошел первый форум культуры народов Кавказа Лыхны. В самом сердце Гудаутского района на легендарной поляне Лыхнашта, которая веками служила местом принятия судьбоносных решений, собрались представители разных народов, чтобы возродить и укрепить культурные связи. Это масштабное мероприятие прошло при поддержке президента и правительства Республики Абхазия, а также Российского фонда президентских грантов. Главная цель не только демонстрация уникального культурного наследия, но и превращение села Лыхны в центр притяжения для культурного туризма и инвестиций, от традиционных конных соревнований и мастер-классов по стрельбе из лука до панельных дискуссий о сохранении костюмов и показа стилизованных национальных платьев. Гостей ждала невероятно насыщенная программа. Фестиваль культуры народов Кавказа собрал множество ярких событий. Конные соревнования, национальные игры, стрельба из лука, выступления творческих коллективов, показ традиционной одежды. Это масштабное мероприятие стало настоящим праздником культуры, искусства и дружбы народов Кавказа. После нескольких реставраций гитар, так как я гитарист, играл на гитарах, после нескольких реставраций мне отец предложил именно создать еще и национальный музыкальный инструмент. Я загорелся идеей, узнал, кто занимался раньше, это Замудин Гучев. Пошел к нему, он мне объяснил примерно процесс создания. И с его помощью я создал. И дальше продолжил еще менять формы, менять технологии, цвета, может. Самые два основные – это абхачеш, ритмовой, скажем, ударный трещоточный инструмент, и шичепщины, соответственно. Они позиционируются как скрипка двухструнная, но немножко по-другому идет манера игры, немножко другие тональности играются. И мы с отцом еще и занимаемся бочками. Это дубовые бочки для выдерживания дистиллятов. А в Абхазии вы впервые? Да. И как вам здесь? Очень понравилось. Я очень хотел здесь побывать, особенно, вот как я уже говорил, после прочтения Баграта Шинкубы книги. Сегодня на Лыхнаште проходит действительно значимое событие. Это форум культуры народов Кавказа. Я думаю, излишне говорить о значимости данного мероприятия как для нашего народа, так и для братских народов Северного Кавказа. Сегодня у нас есть возможность здесь, на нашей исторической поляне, в очередной раз представить нашу культуру, культуру наших братских народов. И самое главное, сегодня мы с удовольствием увидим своих братьев, сестер, поделимся с ними нашими впечатлениями, нашей культурой. Конечно же, если говорить об исторической особенности данного мероприятия, в Абхазии периодически проводились подобного рода форумы, и очень важно, чтобы эта традиция не угасала, чтобы она развивалась. И сегодняшнее мероприятие, оно как раз-таки подтверждает тот тезис, что мы являемся действительно братскими народами. И очень главный аспект, то, что на такие мероприятия приезжает молодое поколение, где они друг с другом знакомятся, видятся, и, соответственно, это дает возможность в будущем этим поколениям общаться. Идея проведения форума родилась из очень простого и важного желания объединить культуры народов Кавказа. В рамках форума прошли показ национальных костюмов, выставка ремесленников. Мы очень надеемся, что форум станет ежегодным и будет расширять границы. Сегодня
Сегодня в рамках форума прошел гала-концерт с участием наших местных государственных коллективов и гостей из Чеченской Республики и Адыгеи. Мы очень надеемся, что на следующий год уже программа будет более расширена и участников будет намного больше. Мы, организаторы форума, хотим поблагодарить президента Республики Абхазия Бадру Зурабовича Гунба за неоценимую помощь, Министерство культуры в лице Даура Вадимовича Ковия, главу администрации города Гудаута, Фонд президентских грантов Российской Федерации, Министерство туризма, Министерство культуры. Вот они нам оказали неоценимую помощь в размещении гостей, в организации там площадки, экспозиции. Благодаря этой неоценимой поддержке сегодня на исторической поляне Лыхнашта, где принимались судьбоносные важные решения для нашей страны, мы смогли организовать масштабное мероприятие. Найти вдохновение в шепоте леса и воплотить его в дереве – редкий дар, которым обладает молодой мастер из Очимчиры Адамур Аршба. Его дом впервые стал площадкой для персональной выставки, где каждый гость смог прикоснуться к таинству создания скульптур. Мы отправились в гости к художнику, чтобы увидеть, как рождаются образы и узнать, что скрывается за магией его работ. Для Адамура Аршба дерево – это не просто материал, это живой организм, который шепчет свои истории, требуя особого почтительного подхода. А краски, словно магические пигменты, должны быть точны до миллиметра. Каждая работа Адамура – это захватывающая сюжетная линия, которая рождается не только в процессе его труда, но и словно проступает сама из глубин древесины. Дерево для Адамура – это метафора бесконечного развития и трансформации. Он виртуозно работает с самыми разными породами, раскрывая уникальную душу каждой из них. Зачастую просто, вот, допустим, касаемо вот конкретно дерева, там, ну, вот вы знаете, у дерева есть своя текстура, цвета, оттенки, темный, светлый, плюс какие-то рельефы. Вот, в общем, я, ну, смотря на них, могу отталкиваться и какую-то форму уже видеть. Это просто наработанный взгляд, может быть, и как-то уже я какие-то как заготовки вижу изображений. Ну, то, что мы обычно видим часто, там, пальцы, руки, лица чужие и так далее. Вот. И это как бы отпечатывается, ну, в общем, так работает, я так думаю, что так работает. Это творческие направления и взгляд, в общем. Просто я его немножко натренировал, я так думаю, и поэтому я чаще вижу какие-то изображения, и я вот, ну, это как подсказки для меня, и потом дальше уже я развиваю сюжет и далее там пишу. Этот дом в Очимчире, где Адамур живет со своей супругой Мадиной, не просто семейный очаг, но и мастерская и выставочный зал. Среди уже готовых работ здесь можно увидеть и те, что еще только ждут своего часа, храня в себе тайну будущего. Здесь, честно, очень много работ, многие не закончены, как бы многие спрашивают, типа, как посмотреть хотят, как бы, работы, мастерскую, когда заказы делают или когда просто в интернете видят, хотят прийти. Вот, поэтому я решил сделать день открытых дверей, и процесс работы, законченные, незаконченные работы, просто чуть-чуть как-то постарался упорядочить это все. Работы представлены, есть многие, которые уже проданы или нам под заказ сделаны, просто вот в процессе сейчас доработки и должны отправиться своему хозяину. Вот. А вот у меня есть, ну, естественно, из дерева я сделаю скульптуры, плюс по столярке, там, изделия, там, предметы мебели, интерьера. Из камня есть скульптуры тоже. Вот, просто хотелось, как бы, дерево бывает, что подвержено старению, хоть и долго, но вот камень это как бы более монументально, и планирую тоже как-то в этом направлении подтянуться. Впервые этот дом распахивает свои двери для друзей, коллег и всех ценителей искусства, чтобы представить его первую персональную выставку. Сегодня мастер продолжает творить прямо на глазах у гостей, а Мадина, его супруга и муза, помогает ему во всем, создавая атмосферу тепла и уюта. Долго и муторно могу раскрашивать, цвета подбирать. Вот.
Источники вдохновения для художника бесчисленные. Это и величественные сюжеты Нартиады, и улицы города, где он родился, и лица его людей. Под его рукой рождаются не только светские сюжеты, но и глубоко духовные образы. Он создает и вот такие иконы из дерева. Встретил в интернете, опять-таки, раньше были иконы вот такие трехликие. Семипостасные, если не ошибаюсь, назывались они так. Потом их перестали делать, потому что они как бы не совсем. Ну, а это Отец, Сын, Святой Дух в одном лице. То есть это Святая Троица. Вот так они изображали. Можете посмотреть в интернете, очень много таких есть икон. И сейчас просто их в католицизме запретили, по-моему, ну и в христианстве тоже. Ну, если это в начале было. Никто не знает, как выглядят святые, и Господь, мы так его интерпретируем. А это как будто бы еще отошли иконописцы, поэтому решили как-то... Ну, есть каноны специальные, в общем, для иконописи, и они в канон не включили, в общем. Ну, и это меня заинтересовало, то есть и что-то необычное, и мне захотелось изобразить. У меня несколько таких есть, и картина есть, и это вот из дерева. Выставку посетили друзья, коллеги, жители города, и каждый из них остался под впечатлением. Дамура работы знаю давно, но возможность посмотреть вот так дома, в месте, где они у него рождаются, это другая атмосфера совершенно. Плюс мне очень нравится, как он играет с формой. Он и простые геометрические фигуры, и вдруг силуэты, детали. Очень нравится все, и это невероятно атмосферно и интерьерно. Вот это впишется куда угодно, на мой взгляд. Просто надо, чтобы это вот люди побольше, это чаще это видели, я считаю. Я должна в первую очередь поделиться впечатлением от того, что эта выставка проходит не в классическом пространстве, к которому мы привыкли. То есть это не выставочный зал, это же настоящий живой жилой дом, в котором живет эта семья. И вот эта идея того, что выставка будет проходить здесь, она мне так откликнулась, что вопрос, поедем мы или не поедем, вообще не стоял. То есть мы сели на машину в Сухуми и вот приехали сюда, потому что нам показалось, что это обязательно надо посетить. И я очень воодушевлена тем, что я здесь увидела. Я вообще давно наблюдаю за творчеством Адамура, у меня есть его работы. Мне кажется, что у него очень интересный взгляд на жизнь и золотые действительно руки. И поэтому то, что я вижу здесь, то настроение, которое здесь царит, то та атмосфера, которая, вот, не знаю, нас погрузила, окутала нас, как только мы пересекли порог его дома, вот в этом, не знаю, каком-то приподнятом воодушевлении я, наверное, отсюда уеду и буду дальше заниматься своими текущими рутинными делами. Адамур часто обращается к легендарному лесу Обнилос, который называют также лесом 5 континентов, расположенному совсем недалеко от его дома, черпая из него первозданную энергию, мудрость и бескрайние идеи. А подобные выставки, возможно, в будущем станут доброй традицией. Гугут Савардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Спорт как стиль жизни – лучший пример для подрастающего поколения. Бывший боксер и тренер Руслан Кварчия уверен, воспитывать детей нужно собственным примером. Свое утро он неизменно начинает с зарядки, а в качестве разминки сгибает 100-килограммовую стальную пружину. О том, как развить взрывную силу и почему гаджеты никогда не заменят, живой пример родителей в нашем репортаже. 100 килограммов стали поддаются ему с поразительной легкостью. Руслан Кварчия сгибает мощный пауэр-твистер. Снаряд, который не по зубам даже многим опытным атлетам. Простыми словами, это сверхпрочная пружина с рукоятками. Но для Руслана это не просто качалка для рук, а эффективный инструмент для развития взрывной силы, укрепления связок, формирования стального хвата и глубокой проработки мышц груди, спины и плечевого пояса. Им занимаются, сжимают так, и можно сжимать вот таким образом. И существуют разные элементы, различные элементы. Вот такой элемент, вот такой элемент и разные элементы. Можно сжимать в связи с тем,
какие у тебя физические возможности, какие у тебя физические данные. Чем больше у тебя физических данных, значит, получается, тем больше ты их можешь сжимать. Спорт как стиль жизни для Руслана Кварчи – это не просто хобби, а фундамент. За плечами бокс, работа тренером в зале и постоянный поиск новых вызовов. Сегодня Руслан продолжает исследовать пределы человеческих возможностей, не сбавляя темп. Идею тренировок с пауэр-твистером он когда-то подсмотрел в интернете. Решил попробовать и сразу установил личный рекорд, которым сегодня по праву гордится. Сколько вам лет и сколько вы можете сделать вот таких отжиманий? В данный момент мне, скажу вам так, мне чуть больше 40 лет, но есть для меня одно но. Я себя чувствую на 20 лет. Организм у меня здоровый. Это пауэр-твистер 100 килограмм. Мой личный рекорд, я вот делал пару дней назад 2000 раз. 2000 раз мой личный рекорд. Это никто не видел, это видели только семья дома. Я тренируюсь дома. Мои детишки, да, детишки мои, да, и все. У меня кто детишек? У меня дочь Инесска, перешла сейчас в 11 класс, мальчик Алмаз, перешел в 5 класс, кстати, о нем. Он занимается в секции карате Киокушинкай, опытного, хорошего, смыслового тренера Виталия Читанова. Его день неизменно начинается с зарядки. Это правило он транслирует не только окружению, но и собственным детям, доказывая, спорт – лучший пример для подрастающего поколения. Гугу Савардания, Заур Лиев, Абхазское телевидение. Как сделать качественный чай, получить эфирное масло и запустить собственное производство? Студенты агроинженерного факультета АГУ не ищут ответы в учебниках, а создают продукты сами. Сегодня на факультете работают 3 лаборатории, а в планах открытие профессионального дегустационного зала. А тех, кто планирует развивать пищевую промышленность страны, в материале Аэлиты Харутюнян. Агроинженерный факультет представляет собой единственное в Абхазии структурно-образовательное подразделение, специализирующееся для подготовки высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны. Он был образован в 1994 году на базе бывшего Института субтропического хозяйства. Факультет осуществляет подготовку специалистов по 4 направлениям. Среди них – продукты питания из растительного сырья. Профиль подготовки – технология субтропических и пищевкусовых продуктов. На кафедре технологий функционируют 3 лаборатории. Первая – технохим контроля пищевой продукции. Вторая – алкогольной и безалкогольной продукции, стала функционировать 2 года назад. Третья – по переработке субтропических и пищевкусовых продуктов. Учебный процесс невозможен без практических занятий по различным дисциплинам. К примеру, здесь производят консервы, эфирные масла и чайную продукцию. Также планируется открыть лабораторию органолептической оценки качества продуктов, то есть дегустационный зал. Также с недавних времен мы еще стали проводить здесь такие занятия по факультативу, как кулинария. То есть наши студенты не только учатся производить хлебобулочные изделия, кулинарные кондитерские изделия, но также еще приобретают навыки кулинарии. И с недавних времен мы стали собирать забытые рецепты абхазской кухни. И в последующем хотим выпустить методичку по данной методике. Результат работы нашей лаборатории – это прежде всего, конечно, работа всего профессорско-преподавательского состава и мощная техническая база, которая была создана благодаря помощи нашего университета, в частности, ректора Олега Алексеевича Гварами, благодаря которому была приобретена часть оборудования. То есть в настоящее время сделано уже довольно много, чтобы студенты получили свои практические знания, навыки. Но мы планируем, конечно, развиваться с новыми технологиями. Каждый студент с большим увлечением находится в лабораториях и показывает нашей съемочной группе, как работают различные механизмы. Сейчас мы получаем эфирное масло методом паровой отгонки. Существует множество способов получения эфирного масла, но мы используем этот метод паровой отгонки. У нас здесь стоит колба, это называется колба. Это колонна, крышка и холодильник. Сюда мы наливаем воду.
В колонну мы непосредственно кладем само сырье, в данном случае у нас лавр, и он по этой трубке поступает, гидролат поступает в холодильник, там он охлаждается и уже переходит в жидкое состояние, и вместе с гидролатом мы потом отделяем эфирное масло. Вот лимон Майер. Дайте ему на руку капну. Так, растираем. Да, растереть. Очень красивый, вкусный запах. Да, вот. И вот, вот эти эфирные масла, потом мы делаем их в пробники, и все. Также имеется роллер. Он необходим для производства чая на этапе скручивания. В условиях лаборатории производятся два вида чая – черный и зеленый. Начинается производство черного чая со сборки. Собираем мы чай в селе Гудолы Чемчерского района. После приезжаем в нашу лабораторию, и у нас идет процесс завяливания. Мы расстилаем чай, у нас естественное завяливание, расстилаем его на столе. На следующий день приходим, и у нас начинается процесс скручивания. Сейчас я вам покажу, как работает данный роллер. Сейчас. После ферментации у нас проходит процесс сушки. В планах у студентов работать дальше по специальности. Например, Георгий Цудия собирается открывать предприятие. Он и группа студентов готовят свой проект, связанный с ликерно-коньячным производством. Они планируют открыть завод в Ачамчирском районе. В основном теми разработками, которые мы занимаемся здесь, ну, то, что я уже говорил, новые, абсолютно новые ликеры и доработка старых технологий, мы планируем использовать в нашем предприятии. Мы собираемся делать только премиальные качества, будем покупать только самое лучшее сырье и планируем в этой сфере дальше развиваться. А также мы в будущем планируем выйти и на безалкогольный рынок. Лаборатория вообще представлена по виноводочной продукции. На данный момент мы делаем ликер из розы. Такого в Абхазии вообще, в принципе, не представлено. Единственное производство, которое есть сейчас, оно может у кого-то в быту есть, но промышленный масштаб только у нас. На данном этапе мы уже сделали настойку из розы. Вот она. 45 градусов мы заливаем своей же чачей, которую мы сами производим, и даем настаиваться от месяца до 2. После этого у нас сейчас будет смешивание компонентов, купаж, и уже будет готовый продукт, не считая фильтрации. Также на факультете есть склад, где в надлежащих условиях хранится созданная студентами продукция. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Не снимать и не творить в Абхазии просто невозможно. Таким творческим вдохновением делится шеф-редактор национального телевидения Калмыкии Цаган Мукевюна. Коллега впервые приехала в нашу республику. Она уже успела оценить красоту страны, гостеприимство людей и заглянуть в гости на Абхазское государственное телевидение. О своих первых и самых ярких впечатлениях она рассказала нашей съемочной группе. Я являюсь шеф-редактором национального телевидения Калмыкии. Это целое национальное телевидение, если что. Но масштабы нашего названия, они не так сильно соответствуют нашему содержанию, поскольку в 24-часовом вещании у нас оснащения такого, как у вас, конечно, нет. Мы очень сильно отстаем в оснащении, мне не стыдно это сказать. Многим региональным студиям России, региональным, есть республиканские студии, которые вещают на своих языках, тоже 50/50, но мы очень сильно отстаем, да. И мне всегда, где бы я ни была, где я бываю, я всегда напрашиваюсь в гости на телевидение, чтобы посмотреть, какие у них камеры, какие у них студии, какие у них передачи, для того, чтобы что-то перенять для себя. Может быть, поделиться своим оснащением, конечно, нам до вас очень далеко. Я не видела ваших передач еще. Я видела Анну на телекинофоруме «Новая реальность». Меня впечатлила их работа. Вот они были с режиссером, вот, показали. И среди 500 работ выйти в лауреаты – это большая честь. Поэтому я считаю, что это очень достойно. Вот я очень хочу увидеть еще ваши работы. Ну, конечно, люди очень добрые,
Мне очень нравятся, приветливые. Я гуляла на набережной и встретила вашего президента Абхазии. Он поздоровался со мной за руку. Но очень приятный человек, очень такой, ну, доступный, скажу, вот не гордый. Все, вот я просто снимала на набережной людей, очень открытые люди, очень многие дали мне интервью. И они прямо вот во время разговора со мной вдруг все встали. Я поворачиваюсь, а тут, оказывается, ваш президент подошел. Так просто. Я хотела бы съездить в деревню, но вот мне один человек здесь пообещал, если у него получится по работе там освободиться, то он меня обещает свозить в деревню, где есть пещеры. Он сказал, что у них очень хорошо сохранились традиции абхазские. Мне это очень интересно, для меня это очень вкусно. У меня есть своя передача, которую я делаю на русском языке. Называется она на калмыцком «Ювы. Пойдем, поедем». А веду я ее на русском языке. Вот если я где-то бываю, я просто снимаю для себя, потом монтирую. Я сама снимаю, сама монтирую и пишу тексты, озвучиваю. Вот это я делаю для себя, но выдаю в эфир. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения. Всего доброго.